Привет, меня зовут Максим Поляков, и я редактор интернет-журнала «7 на 7». Сегодня мы будем говорить о проекте фонда «Общественный вердикт», который 2 последних года занимался исследованием вигилантов и их активности в России. Возможно, для некоторых из вас это малознакомый термин, но я уверен, что вы либо встречались с ними, либо как минимум слышали о них. Так, кто же такие вигиланты и что делать при встрече с ними? Вот об этом сегодня мы и будем говорить. Общественный вердикт изучал вигилантов 2 года, и эксперты фонда должны были представить результаты исследования в одном из лучших общественных пространств Сыктывкара, Револьт-центре, но из-за пандемии коронавируса это мероприятие было отменено, и вот сегодня мы встречаемся онлайн. В нашей беседе принимает участие руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова, кандидат юридических наук, советник адвокатского бюро «Хорошов и партнеры» и эксперт фонда «Общественный вердикт» Александр Брестер и исследователь проекта «Вигиланты» Виктория Железнова. А также разобраться в этой теме нам помогут сотрудница Револьт-центра Нина Попугаева и бильд-редактор 7 на 7 Кирилл Шучалин. Сейчас они находятся в Сыктывкаре. Привет, ребята. Привет. И первый вопрос к вам. Вот вы не эксперты, вы не социологи. И, возможно, вы слышали этот термин «вигиланты». Но как вы думаете, кто эти люди, кто они такие? И первый. Окей. Без понятия. Не знаю, абсолютно не знаю. Может быть, от них стоит бежать, либо к ним, наоборот, идти. Нина. Да, а я гуглила перед нашей встречей это слово на самом деле, но там было длинное какое-то определение из Википедии, и я не помню, что оно значит. Как вы думаете, что эти люди делают? Ну вот, продавец продает, бухгалтер считает, а вигиланты? Вигилантируют. Первое, я сейчас только узнал, что это люди, вигиланты, да. А второе, не знаю, может быть, это какое-то течение, круг секта, либо, может быть, это какие-то люди, объединенные каким-то увлечением, либо какой-то позицией. Спасибо. Давайте мы дадим слово нашим экспертам. Расскажите, кто же такие вигиланты и чем они занимаются? Это такие псевдополицейские, по крайней мере, нас интересуют вигиланты, которые пытаются изображать из себя защитников общественного порядка, то есть берут на себя функции полиции. Конечно, есть вигиланты и другого плана, то есть это какие-нибудь группы, которые вдруг решают следить за тем, чтобы, например, нам не продавали в больших магазинах просроченные продукты. Я сейчас говорю о хрюшах против, да? То есть тут нету какой-то полицейской функции такой присвоенной, но нас интересуют все-таки в первую очередь псевдополицейские. Мы делаем такое определение виджилантизма, что это устойчивая группа, которая придерживается одного и того же формата действия, при этом она практикует насилие. Причем насилие как от вербального, то есть от принуждения граждан выполнять их требования, и допустим, до какой-то агрессии, допустим, вербальной. Но это насилие может быть и совершенно таким понятным, прямолинейным, очень таким пещерным, я бы даже сказала, когда дело доходит до драк, побоищ, как это было в Москве, например, на Китай-городе. И здесь важно то, что вигиланты, они как бы концентрируют, хочется сказать слово, как фашисты, потому что фасцио – это пучок, такая концентрация. Вот они в себе концентрируют все функции власти, то есть они сами определяют, что такое порядок, то есть они такие нормотворцы, они сами распознают или выявляют, где, например, эта норма нарушается, то есть они такие исполнительная власть. Они сами же и привлекают к ответственности, то есть такая вот судебная власть, то есть они сами же тут же выносят некий вердикт, что ты здесь нарушаешь, и тебя нужно, значит, наказать. И, собственно, отсюда и возникают все основные проблемы. Вот вы уже сказали, что вы привели пример, что есть хрюши против и другие группы, а можете еще привести несколько примеров вигилантских организаций, которые в России действовали так или иначе за последние годы? Это «Лев против». Это группа, которая не исчезла даже после того, как какая-либо поддержка финансовая прекратилась. Это «Стоп Хам», которые тоже никуда не исчезли
после того, как до этого они получали президентские гранты. И вообще, в принципе, эта группа возникла как проект, ну, прокремлевский, то есть это наши, это их, как бы так сказать, инициативы. Тем не менее, это все давно в прошлом, а группа существует и существует самостоятельно и весьма активно. Город грехов, который продолжает так или иначе функционировать, несмотря на то, что их лидер был в федеральном розыске. Это город без наркотиков, который вообще старейшая вигилантская организация в России. Они до сих пор существуют, они несколько раз трансформировались, но тем не менее они существуют. Это ночной патруль кировский, который тоже возник совершенно самостоятельно, но очень быстро, так сказать, создал такое фактически партнерство с местными силовиками, и он тоже до сих пор существует, хотя там были трансформации, был уход лидера и так далее. Добавлю к списку наркоборцев, это антидилер, организация, которая борется с распространением запрещенных веществ, контрафактного алкоголя, контрафактного табака и так далее. И имеет очень мощную сеть по всей России. Резвые дворы сохранили свою активность исключительно в Братске, в остальных регионах они свернулись. И своеобразный клон движения «Стоп-хам» в Воронеже, «Наш надзор». Вот из того, что вы сказали, это очень похоже на активистскую деятельность. Есть ли какие-то кардинальные отличия вигилантов от активистов? Вот в чем они, если они есть? По большому счету и то это активизм бывает разный, но мы это разделяем по одной простой причине. Активисты в нашем информационном поле – это все-таки такие ребята, которые используют очень разнообразный репертуар действий, но они не переходят очень важные границы, то есть они не применяют насилие. И это первое. И второе – это тоже коллективные действия, но это коллективные действия направлены на то, чтобы достичь какого-то традиционного понимания, ну, я не знаю, всеобщего равенства, недискриминации, прав человека. Здесь всегда встроено уважение к другим людям, и здесь нет никакой моральной проповеди, адресованной лично вот каждому человеку. Вигилант, он всегда действует с принуждением в отношении других граждан, он себя ставит выше, он именно с позицией такой псевдовласти общается с гражданами, он использует насилие, или если вы посмотрите там ранние ролики Стоп-хама, переключение на насилие происходит просто моментально, причем это жестокое насилие, это избиение. И главное, все это сопровождается совершенно неуместной, навязчивой моральной проповедью в отношении там, взрослых людей. Да? Активист себе такого не позволяет. И вот эта разница, ее сейчас очень важно сохранить, чтобы одним общим словом активизм не замылить эти важные различия. Вот мы только что посмотрели супергеройскую нарезку, и у меня к вам вопрос. Можно ли вот таких супергероев из современной поп-культуры назвать вигилантами? Ведь они же тоже в какой-то мере берут на себя роль таких защитников закона. Знак равенства между ними ставить, безусловно, нельзя, хотя действительно и те, и другие борются за соблюдение закона и справедливость. Но все дело тут в том, что понятия справедливости у супергероев и у отечественных вигилантов различаются. Стоит предположить, что это как раз наши вигиланты стремятся подражать супергероям. Во всяком случае, такое впечатление зачастую производит их деятельность и даже внешний вид. В вигилантских группах мы видим преимущественно взрослых мужчин, часто с какими-то фирменными логотипами на одежде, которые подчеркнуто серьезно и достаточно сурово пытаются насаждать справедливость, то, что по их мнению считается справедливостью, и устанавливать порядки там, где, по их мнению, порядка нет. При этом часто они транслируют идею о том, что добро непременно должно быть с кулаками. Что касается мотивов, то если мы говорим о супергероях, то это все-таки не только обладатели сверхспособностей, это еще и ранимые персонажи, которые в прошлом являлись объектами насмешек, либо потеряли
кого-то из близких по вине жестокого злодея. И если супергероем движет желание отомстить за какую-то свою личную драму и искоренить преступность, представителем которой является этот самый обидчик, то об истинных мотивах каждой конкретной вигилантской группы мы можем только догадываться. Совершенно очевидно, что их деятельность регулярная, заранее спланированная, организованная, лежит все-таки больше в области административных правонарушений, нежели каких-то серьезных уголовных преступлений. И в отличие от Людей-пауков и Бэтменов, российские вигиланты борются чаще всего с простыми, достаточно безобидными и, как правило, незащищенными горожанами. Даже если принимать во внимание деятельность таких организаций, как тот же самый фонд «Город без наркотиков» или «Антидилер», которые борются с наркопреступностью при достаточно серьезной поддержке силовиков, то ловят они не каких-то отъявленных злодеев и наркобаронов, а простых, наиболее уязвимых участников вот этой всей цепочки оборота, простых закладчиков. Примечательно также, что выбранный формат деятельности нашими вигилантами зачастую провоцирует конфликты там, где их не было и не было бы, не явись они туда. То есть их деятельность часто приумножает и подпитывает нетерпимость и ненависть по отношению к каким-то определенным социальным группам. А возвращаясь к мотивам, то супергероев, как мы знаем, отличает все-таки какая-то скрытность и бескорыстие, в то время как вигиланты, напротив, стараются добиться максимального присутствия в инфополе, максимальной огласки, причем, как правило, за счет каких-то особенно скандальных, резонансных и ярких зрелищных сюжетов. И благодаря такому подходу очень многим удается монетизировать свою активность. Спасибо. Давайте мы вернемся в Сыктывкар. Я хочу спросить у Нины и Кирилла, сталкивались ли они с вигилантами в своей жизни? А если не сталкивались, то какие мысли приходят в голову, когда вы смотрите ролики о том, что делают вигиланты? Слушай, я не сталкивался в своей жизни с вигилантами, такого не было. Вот если уже все объяснили значение этого термина и чем занимаются эти люди, то могу сказать точно. Конечно же, я видел все в основном позиции тех видеоканалов, где вот эти товарищи делают свой контент. Да, смотрел. И среди моих друзей есть очень много знакомых, кто их поддерживает, и в том числе поощряют, даже донатят. Да, а есть кто противник и говорит, что ну это гон уже слишком, как бы, да. То есть особенно когда речь касается, ну, с физическим насилием или оскорблением, вот именно когда рядом дети маленькие, да, вот это вот, как говорится, победить здравость, и есть разные, да. Кто-то смотрит на причину, вот, которую он видит, как он считает, что суть проблемы, и что любые методы на войне хороши, да. А кто-то говорит, что права человека выше, и мы живем в государстве, где все-таки должен быть какая-то норма закона, и она должна соблюдаться. Видимо, моя очередь. Я тоже не сталкивалась, но видела кучу видео разных организаций, и они появляются постоянно тоже, и иногда это не какие-то организации, а какие-то молодые люди, там, лет на 10 моложе меня, которые просто ходят по паркам и докапываются до других людей по поводу там разных вещей, типа алкоголя или того, что кто-то как-то неправильно сидит на скамейках и всякая такая фигня. Ну, это было у нас в Сыктывкаре, когда был такой организация «Рубеж Севера». Националисты такие, да, были в Сыктывкаре, у них была такая активная деятельность, агрессивная, да. Ну да, мы уже немножко говорили за кадром о том, что у них были видео, которые удалили прямо перед судом, о том, как какому-то молодому человеку на лбу вырезали слово «пи***», и там прям было видно кровь, и, видимо, это вот именно этим словом называется. Мы подобрали 4 ролика о том, как работают вигиланты в России. И я предлагаю всем участникам нашей дискуссии посмотреть их, прокомментировать, сказать, что вы по этому поводу думаете. Вот первый ролик — это «Казаки бьют нагайками сторонников Навального». Я предлагаю сначала, чтобы этот ролик прокомментировали Нина с Кириллом.
Вот казаки бьют нагайкой молодых людей. Прям так очень усиленно бьют, кидаются палками. Видимо, специальные средства — это вот в том числе и казацкие отряды. И с санерами прям реально драка. Нагайка пошла в ход. Тихо, тихо. Макс! Пойдем. Макс! Очень напряженно сейчас на Пушкинской площади. Что думаете, ребят, по этому поводу? Мне непонятно, где полиция и есть ли она вообще. А если она есть, то тогда зачем она? Вот единственный вопрос. Зачем полиция, если у нас гражданам вот таким с нагайками, с бородой, попахами можно размахивать и избивать людей? Тогда следующий вопрос. Для чего у нас полиция? Вот. И, собственно, вот это так называемая, как его, гвардия, да, Росгвардия. Да. По-моему, лучший способ использования полиции и Росгвардии вот против вот таких казаков. Вот встать, защищать митингующих. Вот моя точка зрения. Но они же тоже с подачки кого-то, наверное, это все делают. Разве нет? Ну, Они же не могли сами такие решить. Да, вот возникает следующий вопрос к государству, да, то есть оно такая форма шизофрении, где можно на многом уровне многоходовочку выстраивать, использовать разные ресурсы. Для одних закон работает, для других нет. Значит, это говорит о том, что это больное государство. В том плане, что закон не односторонно работает по отношению к тем или иным группам. У меня вопрос к экспертам. Как можно оценить то, что происходит на этом видео? Ну, давайте так. Во-первых, казаки, казачье сообщество — это такая форма объединения, которая может вместе с полицейскими участвовать в охране общественного порядка, патрулировать и все, что с этим связано. Но на самом деле они ничем не отличаются от так называемых народных дружинников. Другое дело, что на это патрулирование с ними заключается договор с казачьим обществом, у них есть определенный порядок дежурства, они выходят в патрули, но если говорить совсем просто, то все, что они могут, это ходить рядом с сотрудником полиции, и когда ему потребуется какая-то помощь, эту помощь оказывать. Говорить о том, что они здесь хоть в какой-то мере самостоятельны в принятии решений, связанных с охраной общественного порядка, нельзя категорически. Тем более, когда речь идет о применении физической силы. Физическую силу могут применять только сотрудники полиции, только должностные лица, у которых специально на это есть прописанное законом право. Никто другой не может применять физическую силу, кроме как для своей собственной самозащиты. Но мы этот аспект сейчас не будем обсуждать, была ли там самозащита или нет. На мой взгляд, очевидно, что там нет ситуации угрозы жизни казаку, который бьет нагайкой, да, людей. Вот. Поэтому в данной ситуации применение физической силы в принципе невозможно без ответственности. И сотрудники полиции несут специальную ответственность по отдельной статье Уголовного кодекса, если они вдруг применили физическую силу и, скажем так, переборщили или применили ее незаконно. Но крайний вариант, и то достаточно спорный, когда уйдет угроза сотруднику полиции, рядом находится патрулирующий казак, он, конечно, тоже может помочь, особенно если об этом просит сотрудник полиции. Но в той ситуации, которую мы увидели, мы видим абсолютно инициативное, абсолютно грубое применение физической силы, которое вряд ли можно объяснить исполнением каких-то обязанностей или исполнением работ по охране общественного порядка. Поэтому это, конечно же, прямое нарушение, и оно базируется на том, что, к сожалению, сотрудники полиции никак на него не среагировали. И здесь отдельный вопрос о том, насколько отвечают сотрудники полиции за тех, кого они привлекли. Казаки там оказались не случайно.
С большой долей вероятностью можно сказать, что это те самые, с которыми есть договоры на охрану общественного порядка. С большой долей вероятностью можно сказать, что они пришли туда ввиду какого-то дежурства или распоряжения своего собственного казачьего, да, начальства. И, конечно, сотрудники полиции должны, помимо прочего, следить за тем, чтобы те, кого они привлекли, ни в коем случае не начинали применять специальные полномочия. А уж тем более, когда речь идет о нагайке. Конечно, те, кто на видео это делает, это люди, которые должны понести ответственность в зависимости от того, какой вред они причинили. Да, то есть надо смотреть на тех жертв, кто от этих ударов пострадал. Но и сотрудники полиции, на мой взгляд, здесь должны отвечать абсолютно точно, как минимум дисциплинарно, в связи с тем, что лица, которых они привлекли для охраны общественного порядка, вышли из-под контроля и начали делать то, что категорически делать нельзя. А теперь мы можем себе представить, когда сотрудники полиции, их чувство меры, которое ограничено очень сильно законом, и простые граждане, у которых это чувство меры находится вот в том диапазоне, о котором Ася говорила. Ведь они могут делать очень многое и не нести за это никакой ответственности. А это, в свою очередь, ведет к тому, что эти практики ширятся, множатся, и любая попытка привлечения вигиланта к ответственности неудачная дает им некоторую легализацию. Так можно. Удачная позволяет им скорректировать свои собственные практики. Вот у нас за это посадили, значит, мы будем делать не так, а так, например. Да? В этом и опасность с точки зрения права этого движения, потому что специальной ответственности, конечно же, у них нет никакой. И обратите внимание, сотрудникам полиции, может быть, я забегаю вперед, но если сотрудники полиции собрались что-то превысить или нарушить, им гораздо выгоднее сделать это не своими руками. То есть, когда привлекаемый дружинник, сотрудник казачьего общества или кто-то еще зайдет в магазин, поведет себя резко или подойдет к гражданину, проявит какую-то резкость и так далее, то там и ответственности может толком никакой не быть. Любое движение сотрудника полиции в этом направлении влечет для него внутренние дисциплинарные разбирательства и возможную ответственность по Уголовному кодексу. Поэтому сотрудники полиции очень часто безучастны, очень часто смотрят на то, что происходит, и, к сожалению, никак не реагируют. У нас даже было дело, да, когда, собственно, казака использовали как такой инструмент для применения силы, чтобы с себя снять ответственность. Но здесь вот важный момент такой. 5 мая 2018 года, после того, что случилось, моментально и Центральное казачье войско, и другие организации, они открестились от этого. Они сказали, что мы по договору тут ничего не делали, мы вообще не знаем, кто это. Первое, что произошло. То есть ситуация становится еще пышнее, еще красивее. То есть есть какие-то неопознанные люди. Почему мы считаем это вигилантским сюжетом? Потому что это не реестровые казаки получаются. То есть это какие-то люди, которые оделись в такую одежду, которые, видимо, хотят сказать, что вот мы казаки. Они действуют совершенно самостоятельно, они просто устроили побоище. Полиция стоит рядом и попустительствует. То есть здесь, их прямая обязанность обеспечивать безопасность участников массовой акции просто очевидным образом ими не соблюдается. Вот это абсолютно точно. Когда мы пытаемся юридически защитить пострадавших, у нас 2 дела в фонде «Общественный вердикт», то обращение в разные официальные органы с попыткой вообще идентифицировать этих казаков, они провальные. То есть выясняется, что даже непонятно, к какому казачьему обществу относится тот или иной казак. Очень тяжело расследовать, потому что это какие-то совершенно неопознанные люди, получается. И тогда возникает еще больше вопрос полиции. Как такое можно допускать? Слушайте, а какая разница, вот ударил вас полицейский или казак, или какой-то другой вигилант? Ведь и того, и другого же можно привлечь к ответственности. Так вот в том-то и дело, что не совсем. Дело в том, что, смотрите, простой удар, как я говорю, да, вот дали по голове, например, не сильно. Немножко больно, ну ладно. Это побои, это даже не вред здоровью по нашему закону. И в этой ситуации, если вы хотите привлечь казака или иного, любого гражданина, который дал по голове, да, то вам нужно предпринять очень много усилий. Даже если это уголовное преступление и вас сильно там, да, то вы должны, например, легкий вред здоровью, сами пойти в суд, сами доказывать, сами добывать информацию. Это так называемые дела частного обвинения, когда не государство обвиняет, а когда вы сами, да, например.
И это всегда ответственность, как это сказать, пониженная. То есть, когда гражданин дал по голове, это будет пониженная ответственность. Он никогда не будет нести высокой ответственности. Очень велика вероятность ему получить судебный штраф или, в принципе, избежать разного рода наказаний. Когда мы говорим о том, что это сделал сотрудник полиции, извините, там это уже считается тяжким преступлением. То есть вот этот удар по голове от сотрудника полиции необоснованный, это уже преступление, которое влечет за собой очень серьезную ответственность для него, и звучит оно как превышение должностных полномочий. Но проблема в том, что вот эту вольность, вот когда бытовые конфликты граждан, за них маленькая ответственность, вигиланты используют в своих целях, и они стоят между гражданами, которые подрались на площадке лестничной после пьянки, да, и полицией, которая следит за порядком. Они берут на себя вот их функции и, понимая, что у них пониженная ответственность, начинаются пользоваться тем, что предусмотрено вообще для простых бытовых историй, да, когда с соседом что-то не поделил, выпил там или еще что-нибудь в этом духе. В этом и есть вот эта квазиполицейская ситуация, когда они делают тут что-то за полицию, а ответственности специально за это не несут. Спасибо. Давайте мы посмотрим второй ролик. Он называется «Лев против. Кошмар на Хохловской площади». И вновь я попрошу ребят в Сыктывкаре первыми прокомментировать его. Здравствуйте. Можно вас попросить гражданина задержать? Слушай, Вот в маске Михаил, извините, находится. вы понимаете, что Вон. Михаил, Он начал орать матом. Вон находится в маске. вы нарушаете сейчас 44 ФЗ, вы понимаете? Где сотрудник? Куда вы уходите? Я обратился к сотруднику, говорю, человек банку бросает, посмотрим. Вот в маске белой. Он за тобой. За тобой. Он утверждает, что ты бросил. Это гражданин. Можно минуточку вас? Да, конечно. Двоих еще заснял, которого так заводили, матом орали, один там взрослый. Я понял. Отойди, дай пройду. Вы не хотите общаться, наверное, да? Отойдите, не мешайте. Я не мешаю. Я просто у нас прокуратура подал. Они уже орут, провоцируют банк. Прям рядом? Товарищ капитан, я предлагаю просто... Это неправильно. Задержать тут группу людей, которые называются... Почему вы не задерживаете? А почему меня должны задерживать? А? Я вам сообщаю, что человек нарушение общественного порядка со стороны гражданина произошло. А вы... Я к вам, как сотрудник полиции, обращаюсь с заявлением. С собой нет. Ну, это бредово. С какого? Нет, почему? На самом деле я уже видела ролики с акцией «Льва против», и, в принципе, они везде делают все одинаково. И, с одной стороны, они вроде бы иногда, как будто бы даже ничего не делают что-то правильно. И такие, вот там человек поступил плохо, пожалуйста, его задержите. Но вот это вот там человек поступил плохо, не всегда является правдой. И сейчас мы посмотрели довольно такой лайтовый видос Льва. Там были и хуже, насколько я помню. Где мы сейчас вас? Я здесь делом пришел заниматься. Каким делом? Ты меня отвлекаешь. Посмотри, что здесь творится. Ты меня отталкиваешь! Да, заливай всех! Иди! Ты мне на вопрос! Михаил, а что ты трогал? Бутылки, гниды! Кидают, аккуратно. Леха, освещение! Да, заливай всех! Разобраться в контексте и в том, что конкретно произошло, я вновь попрошу наших экспертов. Расскажите, что вы по этому поводу думаете? Насколько были правы члены этой организации «Лев против»? Это мы сейчас посмотрели фрагмент прошлогодней истории с массовыми побоищами в Москве на Хохловской площади, в амфитеатре Яма.
Тогда члены движения «Лев против», их лидер Михаил Лазутин и человек 10, как минимум, его соратников, отбирали массово у людей бутылки с напитками, заливали всех подряд перцовым газом, провоцировали драки на пустом месте, преследовали людей. То есть и полиция тогда задерживала граждан по указанию членов вот этого движения «Лев против», без разбора. И они грузили людей в автозаки, иногда даже с применением силы. Это была целая серия происшествий, потому что «Львы против» приходили туда, на Хохловскую площадь, каждую, по-моему, пятницу. Все это длилось около 2 месяцев. И вся эта история тогда получила очень большую огласку. Об этом писали СМИ, об этом высказывались различные медийные персоны. Самого Лазутина приглашали на интервью, на телевидении, в печатные издания. И тогда фонд «Общественный вердикт» обратился в прокуратуру с запросом проверить действия вигилантов на предмет нарушений. Мы приложили к нашему обращению список участников этого движения, которые участвовали в этом рейде, список ссылок на видеоролики с этими побоищами. И что? И где-то спустя 3 месяца мы получили ответ, и это была формальная отписка, в которой вообще ничего о перечисленных нами вигилантах и их действиях не говорилось. То есть как будто бы их просто там не было и нет. Дело в том, что эскалация насилия, которая была там на Хохловской площади, она, так сказать, пошла вниз именно, можно сказать, с первых 2 их рейдов. Как только первый раз случилось, по сути, побоище с перцовым газом и так далее, все следующие выходные сильно заблаговременно до появления «Льва против» там появлялись автозаки и появлялись весьма внушительные силы полиции и Росгвардии. Мы ходили с сессиями полевых наблюдений, в 7 часов вечера уже стояли автобусы, уже были росгвардейцы, уже были полицейские. «Лев против» всегда появляется в 9 вечера, вот они приходили. И наличие большого числа полиции, оно несколько изменило поведение львов, потому что они стали нарочито себя вести как респектабельные граждане, которые ходят такой вот парадной линейкой, значит, по этой площади, подходят к тем, кто выпивает, просят, значит, прекратить, те не прекращают, они высылают кого-то, значит, из своих к полицейскому, зовут полицейского, чтобы тот, соответственно, обратил внимание на правонарушение. То есть сами не пытались ничего сделать, понимая, что здесь очень много полиции. Но в действительности, во-первых, даже в такой более лайт-версии для «Льва против», в таком рейде, есть поводы задать вопросы, потому что если на месте есть полиция, то гражданам не стоит из себя изображать полицейских. И закон о полиции, в общем-то, это запрещает. Полиция сама справится. То есть ваши попытки здесь взять в свои руки охрану общественного порядка или выявлять правонарушения, они не очень уместны. Просто потому, что здесь на месте очень много полиции. И их лично полиция не просила это делать. Важно понимать, что присутствие полиции полностью не исключило эту вигилантскую практику. И полицейские, они выглядели весьма смешно, потому что это производило впечатление того, что они не понимали, как им на это реагировать. «Лев против» подходит к полицейскому, говорит, что там сидит человек, распевает, и полицейский, он как бы вот нехотя, но идет туда, потому что он формально обязан отреагировать на сообщение о правонарушении. И он идет аккуратно под ручки, берет этого человека. Ну, были и жестокие задержания, но вот потом, вот поскольку это продолжалось 2 месяца, это выглядело так. Он задерживал этого человека. Я знаю случаи, что когда вот так задерживали, потом аккуратно отпускали, типа, иди отсюда. И я взяла короткое интервью у росгвардейца. Я говорю, как вы к этому всему относитесь? И он говорит, вы знаете, я вообще не понимаю. Я не понимаю ни этих, которые сидят в яме, в этой, пространство называется яма, и тусуются. Я не понимаю и вот этих вот, «Лев против». Я вообще не понимаю, что здесь происходит. И такой был утомленный сотрудник, которого бесило абсолютно все.
Спасибо. Давайте к третьему ролику о том, как действует движение «Стопхам» в Санкт-Петербурге. Называется «Безмерная наглость». Ребята... Теперь вы можете ездить по тротуару. Я выезжаю на трассу. Это тротуар. Мужчины, я с вами больше спорить не буду. Считаю до 3, и стикер у вас на стекле. 1, 2, 3. Клеим. Я еще никуда не выехал. Ну, мужчина! отлично. Давайте обзор закроем автомобиля, испортим автомобиль. Интересно, если у него эпилепсия, он же умрет. Мужчина, вы давите людей. Назад! 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 Назад, мужчина! Дверь закрой, сейчас. Одним ходом. Закрой. Не имеешь права вообще трогать. Закрой дверь, закрой. Сейчас ты жопу закрой. Да. Я вызываю ДПС? Да, наверное, стоит вызывать. Мужчина, давайте вызовем ДПС. Спокойно. Давайте на месте вызываем ДПС. Мужчина, ты что сделал сейчас? Вы сами открыли. Специально перца сделать. Точно адрес какой? 28-й дом. Ждем полицию, теперь без вариантов. Машина от воды только хуже станет. Если я сейчас зрение лишусь, ты сядешь, понял? Мы вас предупреждали. Еще раз ты сейчас сядешь. Сколько раз мы вас предупреждали? Ну, тут все ясно, что неправы обе стороны. Просто нужно было вызвать полицию, законстатировать номер и пожаловаться, что вот такой товарищ здесь сделал. А то, что они сделали, конечно, это абсолютно ненормально. Варварство какое-то. То есть они произвол абсолютно. Анархия. Сами судьи, сами боги. Сами приняли решение действия. Не знаю, я не особо шарю там в правилах дорожного движения и не знаю, нарушил ли этот мужчина что-то или нет, но я, как обычно, уже видела ролики подобного плана и видела пародии на эти истории. И в целом, ну, все это какой-то бред, потому что условно есть те, кто должны за этим следить, те, кто разбираются в правилах, и те, у кого есть полномочия, следить за тем, чтобы эти правила не нарушались. И тут вдруг находятся какие-то люди, которые считают, что они правы, и вместо того, чтобы вызвать вот этих вот уполномоченных, там, полицию, ДПС, кого-то еще, они делают сами, причем в основном провоцируют людей на какую-то очень резкую ответную реакцию, просто чаще всего для видеороликов, которые потом попадут в тренды и бла-бла-бла. И, возможно, эти ребята еще и денег с этого получат. Скажите, вы согласны с оценкой Нины и Кирилла того, что происходило? Я забавно вспоминаю, лет 7 назад я залип на всю ночь с роликами «Стопхам». Они меня очень привлекли, тогда это было что-то новое, и у меня не было какого-то негативного отношения, даже наоборот, я полночи сидел, еще утром показывал супруге, говорил: смотри, ну и тут же явное нарушение, ведь почему так люди себя ведут, не реагируют, и я, наверное, вот какое-то время мне еще понадобилось для того, чтобы понять, что тут не так, потому что сразу для неокрепшего ума это действительно выглядит: оборзевшие люди едут по тротуарам, да, а молодые ребята пытаются их как-то остановить. И для молодежи, так чем агрессивнее эти молодые ребята, тем, ну, собственно говоря, и лучше. Но вот здесь эти опасности, о которых вы уже говорили, они есть. Но самое интересное, что с точки зрения вот права и защиты, здесь действительно очень мало что можно сделать. Ну, во-первых, я могу сделать такую фиксацию. Если машина едет по тротуару, там, где она не должна, а там идет человек, который не уходит с этого тротуара, это нормально. То есть мы можем себе представить ситуацию, когда едет машина по тротуару, перед машиной встал человек и не уходит. Это нормально, ну да, это ситуация, когда ты заехал туда, куда тебе не нужно заезжать, и теперь ты в затруднительном положении. Ты не можешь выехать ни туда, ни обратно, стой, жди, пока мне надоест стоять. Вот пока они стоят и смотрят друг на друга, ну, это нормально. Все, что происходит дальше, это, конечно, уже провокационные действия, и это чистый виджилантизм, потому что здесь вопросы очень простые. Гражданин может зафиксировать нарушение, гражданин может вызвать сотрудников полиции, и гражданин может остаться стоять на тротуаре. Вот 3 действия, которые можно здесь, в данной ситуации сделать. Больше ничего. При этом, смотрите, если
бороться с преступлениями могут любые граждане, если видят, что реально что-то плохое происходит, надо кого-то защищать, то пресекать административные правонарушения – это вообще не дело граждан. Граждане не могут даже сюда вмешиваться. Все, что происходит потом, это, конечно, провокация, но бороться с ней действительно очень сложно. Вот что делать гражданину, который оказался в такой провокации? Помимо того, что он может попытаться прекратить нарушать, многие же люди действительно начинают доказывать свою правоту. Конечно, по возможности нужно избежать любого здесь столкновения с человеком, который пытается не пустить. Но когда вопрос встает о наклейке, это очень сложно, потому что эти наклейки не являются порчей имущества. Это очень сложно доказать и отреагировать, а даже если это представить, что это порча имущества, на месте ты ничего не можешь сделать. Ты не можешь бить людей за то, что они тебе портят наклейками, да? Ты не можешь вообще, лучше физически их не касаться даже, потому что это всего лишь наклейка. Были попытки, и даже мы с практику искали, когда пытались доказать, что наклейка это все-таки порча имущества, потому что она требует. Ну, они же не простые наклейки еще клеят, там еще попробуй отдери потом эту наклейку, да, они же тоже развиваются в этом направлении. Но доказать, что это реально порча имущества, конечно, здесь не приходится. Поэтому вот если человек оказался заблокирован, да еще и с наклейкой, у него есть только один выход. У него транспортное средство с заклеенным лобовым стеклом, он не может на нем двигаться, это будет нарушением правил дорожного движения. Все, что он может сделать, на самом деле, это выйти, вызвать эвакуатор и уехать с места, на котором он с этой наклейкой оказался. Вот если мы говорим о совсем безопасности. И вот дальше можно уже думать о том, чтобы взыскать все эти расходы на эвакуатор вот с тех граждан, которые наклеили наклейку. Понимаете, насколько громоздкая схема, да, получается? Вот это как раз та самая история, где вот представители движения Stop Ham, они очень серьезно расширяют постепенно свои границы. Они прекрасно понимают, что бросившись под колеса автомобиля, это будет ДТП, и оно будет не в пользу водителя, потому что даже если человек пойдет на этот автомобиль напрямую, это все равно разбирательство, это все равно большие вопросы, почему ты оказался на тротуаре, а зачем ты поехал, когда видел здесь и так далее и тому подобное. Поэтому это одна из самых сложных и тяжелых ситуаций, защититься на месте, от которой очень сложно. Спасибо. У нас остался последний ролик. Он называется «Провокация на проводах Всеволода Чаплина», канал «Московский правдоруб». А что он сделал? А что он сделал? Райдеру это антиклерикальный круг. Он сюда пришел специально. Вот только сейчас Райдеру главный. Именно это церковный. Как фамилия этого дебила? Они что-то фотоаппарат сломали и душили его массово. Очень странно. Это цензура физическая. Ну да, это какие-то варвары. Знаешь, что самое жуткое? Что там вокруг куча людей, которые не знают, что произошло, и вообще ничего не делают. Ну, если бы камера не следила, мне кажется, многие бы не видели, что происходит, потому что там такая массовка была, куча. Так нет, то есть люди видели, что нападают на этого человека, но не реагируют. Ну, да, сторонники, да, может, они друг друга знают. Думаешь? Я попрошу более подробно прокомментировать экспертов происходящее на видео и сказать, насколько законно или незаконно это было. Тут мы видим сразу два движения. Это движение «Серб» и «Русь Триединая». Они напали на блогера, который делал фотографии во время провода Всеволода Чаплина, и заподозрили блогера в том, что он как-то оскорбительно делал эти фотографии. Поэтому они его зафиксировали, стали применять к нему удушающие приемы, отобрали у него фотоаппарат, изъяли оттуда карту памяти, чтобы как-то уничтожить вот это вот оскорбительное содержимое. Потом, правда, ему все это вернули, и, насколько мне известно, фотоаппарат вышел из строя. Полиции на месте не было, люди, как вы видите, в замешательстве за всем этим наблюдали. Ну, слушайте, а с чего здесь комментировать? Вот это
прямо грубое прямое нарушение закона. Очень просто. Никто не имеет права трогать людей без оснований, кроме должностных лиц. В данной ситуации, ну, давайте себе представим, если бы они задерживали лицо, которое перед этим кого-то сильно избило, мучило там и так далее, я бы мог еще начать размышлять о том, что они действительно задержали преступника и задержали это соразмерно тому, что видели, да, в его исполнении. Здесь, конечно, речи ни о каком преступлении быть не может. Это нам он не понравился, поэтому мы его побили. То есть это так. При разных вариациях это может быть как административная статья побои, так и уголовная статья побои, да, надо детали смотреть. Если при этом у него повредили карту памяти, телефон, то тоже надо смотреть, это может быть как административное, так и уголовное правонарушение. Но то, что это незаконно, это абсолютно точно. И гражданин абсолютно прав, он зовет на помощь, он зовет полицию, он говорит, пожалуйста, пусть придут представители власти и наведут здесь порядок. Вот он как раз прав, потому что если бы он в ответ начал их бить, и мы это никому не рекомендуем делать, пока нет прямой угрозы жизни и здоровью, да, вот его держат за куртку, то есть в этой ситуации лезть в драку крайне опасная история, потому что он же может оказаться в нашей стране еще и виноватым, увы. Поэтому он делает минимум необходимого, привлекает к себе внимание и просит вызвать полицию. И люди, которые смотрят, на самом деле, да, вот ребята сказали, люди смотрят и ничего не делают. Не дай бог людям здесь вступаться, это крайне чревато. То есть попытка подойти и физически разнять чревато для того, кто хочет как лучше сделать, той же самой уголовной статьей потом, в зависимости от того, как будут развиваться события. Поэтому лучший способ в данной ситуации – это вызвать полицию или привлечь внимание проезжающего патруля или проходящего мимо полицейского, если такие вдруг случайно попадаются. Вот это единственное, что надо сделать, плюс фиксация, конечно. А вмешиваться в любые конфликты физические – это крайне неблагоприятная история, особенно в нашей стране, где право на необходимую оборону очень тяжело реализуется и почти никогда не является основанием для освобождения от ответственности. Ну и после просмотра вот этих вот 4 роликов у меня один вопрос к нашим экспертам. Как можно защититься от вигилантов? О чем нужно помнить, если вы вдруг встречаетесь на улице во время какого-то мероприятия с этими людьми? Самое главное, вот что надо точно помнить, это фиксация. Современные средства связи позволяют очень серьезно все фиксировать. Фиксация может быть как скрытой, так и не скрытой. Ничего страшного в том, что вы не скажете, что вы снимаете или записываете аудио, нету. Вы можете спокойно фиксировать все происходящее, проговаривать все происходящее, что происходит, как корреспондент, да, вот, который за камерой говорит. То есть фиксация максимальная, попытка привлечь внимание очевидцев, попытка узнать, что за очевидцы. То есть когда вы понимаете, что это конфликт, мы должны очень много фиксировать. И если эта фиксация состоялась, конечно, дальше защитить свои права будет легче. И дальше универсальные советы, в общем-то, простые. Как правило, в большинстве случаев мы рекомендуем, если был какой-то контакт с имуществом или с человеком, написать заявление о преступлении. Но, вы знаете, не сколько для того, чтобы возбудили уголовное дело, такого мы можем исхода не дождаться, сколько для того, чтобы получить информацию, кто были эти люди, что они делали, на каком основании, были ли это казаки реестровые или не реестровые, были ли это представители какого-то устойчивого движения или нет, были ли они в рейде с полицией или нет. То есть заявление о преступлении позволяет эту информацию, там проводят проверку, в течение 3-10 дней получить. И вот в зависимости от этой информации надо дальше понимать, насколько нужно активно включаться в защиту своих прав. Здесь могут быть самые разные варианты. Но самый страшный случай, когда причинен вред физический, конечно, надо все фиксировать, и здесь уже можно говорить о возбуждении уголовного дела. В ситуациях попроще, когда наклейку наклеили, бутылку отобрали и так далее, надо думать, как можно реагировать в зависимости от разных обстоятельств. Но самый главный совет при встрече – не попадаться на провокации, уходить от конфликта и все фиксировать. Среди вот алгоритма каких-то, да, универсальных действий есть один очень важный, что если у вас возникает беседа с этим вигилантом, то вам важно так задавать ему вопросы, чтобы это дополнительно
как бы фиксировалась в записи, в аудио или видеозаписи, которая бы фактически работала на вашу будущую защиту, на вашу версию событий. То есть, допустим, вы сейчас отобрали мою вещь, правильно? А для чего вы ее отобрали? А что вы дальше будете делать? То есть это вопросы, которые сами по себе работают как способ достроить доказательствами то событие, которое происходит. И тогда у меня последний вопрос к ребятам в Сыктывкаре, в студии. Нина, Кирилл, вот вы посмотрели ролики, вы послушали экспертов. Что вы теперь думаете о вигилантах и о том, что они делают? Ну, я теперь, по крайней мере, знаю, что значит это слово. Даже не зная слова, ты все равно сталкиваешься с этими людьми в разных ситуациях. Чаще всего это на видео, конечно. Если комментировать то, что они делают, они занимаются какой-то херней. Слушай, мне кажется, вигиланты, да, это такая история на тонкой грани с законом. Чем хуже правовое поле государства, тем благоприятнее почва для данного движения. Но мне кажется, что вот вигиланты, это как некое становление общества, то есть определенная форма незрелости нашего общества, попытки объединиться людей в какие-то анклавы и создать самоорганизацию, порой даже такую неприятную, радикальную, но в то же время это все равно плюс, с одной стороны, что люди самоорганизовываются, пытаются что-то менять, но большой вопрос возникает: государство, черт побери, а ты-то чем будешь заниматься, если даже ты здесь навести порядок не можешь, что люди уже занимаются тем, что занимаются твоей работой, по сути дела. У меня постоянно еще было ощущение, что для чего-то они это делают. Большая часть людей снимает это на телефон, на камеру и что-то еще. То есть это какая-то форма отчетности для кого. И если это не связано с государством, то это связано с кем-то, кто имеет власть. То есть кто-то попросил их это делать. В моей голове так, потому что я все равно хочу верить в то, что все люди хорошие и не будут делать это, потому что им кажется, что это правильно. Либо люди не очень хорошие, и им нравится смотреть этот насилие, трэш. Может быть. Последний вопрос к нашим экспертам. Вы можете предположить, каким будет будущее вигилантизма в России, как ситуация изменится, будет ли он востребован, что будет происходить в ближайшее время? Я думаю, что стремление людей к самостоятельности невозможно, так сказать, ликвидировать, и способность людей организовываться для решения каких-то задач. И границы здесь могут быть только те, которые сами общество накладывает на это, то есть, да, реакции других групп, других людей и власти. И здесь я хочу сказать следующее, что когда мы смотрим на Лев против, на Стопхам, у меня такое впечатление складывается, что это все существует в таком виде, и надо закрывать глаза ровно потому, что власти в этом для себя не видят никакой угрозы. Они пока не понимают, что это, или не хотят понять. Например, сравним это с ситуацией с Воронцовым, омбудсменом полиции, то когда мы видим, как какая-то среда профессиональная порождает лидера, способного перевернуть умы внутри той же самой полиции, то с ним очень быстро расправляются. Мы это сейчас наблюдаем, 3 уголовных дела. И понятно, что если Лев против или Стопхам перейдут какую-то границу, у них возникнут какие-то политические амбиции, либо они будут оказывать влияние на что-то более существенное, то с ними очень быстро расправиться. Наша власть при желании очень хорошо держит монополию на насилие, которой она обладает по закону. Но как только граница будет завышена, то, я думаю, их очень быстро так или иначе прикроют. Как это происходит у нас? Либо договариваются, и дальше это постепенно уходит в песок, примерно так, как это произошло с ночным патрулем в Кирове. Либо включается уголовная репрессия, возбуждаются уголовные дела. Мы это видели в случае с Давыдычем, мы это видели, тоже вигилантская группа, да, мы это видели с Ильшадом Бабаевым, это город грехов. То есть этот инструмент никто не убирал. Мы это много раз видели в отношении Ройзмана и города без наркотиков, когда Ройзман возглавлял город без наркотиков. Поэтому прогнозы, здесь прогноз может быть только один. Это никуда не денется, это всегда будет так или иначе существовать. Это достаточно естественная вещь. Но
Но границы этому они ставятся и будут дальше ставиться самими людьми и властями. И вот мы очень надеемся, в частности, в нашем проекте, что мы предложим людям какие-то правовые инструменты, реакции, да, реагирования на виджилантизм, в частности, какие-то правовые алгоритмы, которыми они могут воспользоваться и защищать свои права. Я считаю, что это что-то, что в дальнейшем повлияет на трансформацию виджилантизма в России. Именно правовой способ реагирования. Я благодарю наших экспертов за то, что они нам рассказали и пояснили, кто такие вигиланты и как нам на них правильно реагировать. А если вы, зрители, хотите больше о них узнать о способах защиты, заходите на специальный сайт фонда «Общественный вердикт», который называется vigilant.myverdict.org. Там уже описаны самые резонансные кейсы, и скоро будет опубликована информация о том, как правильно защищаться от вигилантов. Всем спасибо и до новых встреч.